Алхаз Заурович, отчитайтесь за проделанную работу в 2023 году. Александр Георгиевич, за отчетный период 2023 года доходная часть бюджета составляла 243,9 миллионов рублей. На 1 число текущего года объем выполненных показателей по доходной части в процентном соотношении составил 136%. Суммарное поступление в бюджет 143,2 миллиона рублей. Перевыполнение суммарное составляет 37,9 миллионов рублей. План по собственным доходам составлял 105,3 миллионов рублей. Фактическое поступление 143,2 миллиона рублей. Суммарное перевыполнение составляет 37,9 миллионов рублей. Это имеется в виду собственная доходная часть бюджета Сухумского района. Также мы получаем с республиканского бюджета по утвержденному бюджету на прошедший год 138,5 миллионов рублей было запланировано, из которых 98,3 миллионов рублей это дотации и 40 миллионов 200 тысяч рублей субсидий. Средства, направляемые на выплату повышенной заработной платы отдельным категориям работников. Субсидии у нас идут на повышение заработной платы отдельным категориям бюджетных работников. А дотации у нас как расходуются? Дотации, исходя из запланированных расходной части бюджета, они направляются на различного рода мероприятия, в том числе и по такой статье, как национальная экономика. Часть заработной платы аппарата перекрывается тоже этими деньгами. То есть мы учитываем это как общий бюджет, и вот деление происходит вот в такой пропорции. Это что касается доходной части бюджета. Расходная часть бюджета исполнена 98%. Да, мы в конце прошлого года, у нас был переходящий остаток, с 22 на 23 год мы пересмотрели, то уточненные бюджетные показатели по расходной части составили 256 миллионов рублей с учетом совокупности всех доходов, которые формирует бюджет района. Второй вопрос, наверняка один из актуальнейших, это собираемость за электроэнергию. К сожалению, хочу отметить, что собираемость хронически находится на достаточно низком уровне. За отчетный период процент собираемости по Сухумскому району составил 23,2%. Суммарно это получается 24,7 миллионов рублей было собрано. Но есть небольшая положительная динамика в вопросе потребления. В отчетном году объем потребления уменьшился у нас на 10,7 миллионов киловатт. Это выше, чем среднемесячное потребление за год в Сухумском районе. Если мы в отчетном году потребили 117,8 миллионов киловатт-часов, то за аналогичный период 2022 года было потреблено 128,4 миллиона киловатт-часов. То есть получается, что у нас на 10,7 миллионов киловатт-часов меньше потребили за отчетный период времени. Одним из главных направлений деятельности администрации является разрешение различного рода социальных проблем населения. На эти мероприятия за отчетный период из бюджета района было направлено 108 миллионов рублей. Мы за счет этих средств были профинансированы такие мероприятия, как ремонт проселочных дорог. Львиная доля расходов бюджета района приходится на ремонтирование наших сельских дорог. Это 30,5 миллионов рублей в прошлом году было направлено на эти цели. Ремонт и строительство водопроводных сетей 24,8 миллионов рублей. Что в результате реализации этих проектов было достигнуто за отчетный период? Я докладывал и до этого не раз, завершили строительство большого на уровне района, конечно же, объекта, финансирование которого продолжалось в течение 2 лет. Мы построили водокачку в селе Дзигута. У нас там была проблема, которая тянется уже многие десятки лет. 3 наших села, это села Дзигута, Баслата и Киласур, в котором суммарно на сегодняшний день проживают около 3400 человек, питались исключительно из водоводов городской сети.
Ну, в летнее время, ввиду того, что дебит воды понижался и восточная часть города испытывала определенный недостаток воды, естественно, жители наших сел тоже страдали от этого. Вот в конце 2021 года было принято решение, саккумулировали средства, профинансировали проект. Мы реализовали первый этап этого проекта, на что было потрачено 40 миллионов рублей из средств бюджета Сухумского района. При реализации мы в этом году планируем реализовать второй этап, то есть довести уже линию от водозабора до конечного потребителя. Мы исключим проблему дефицита воды в таких селах, как 100% исключим в селе Баслата, где у нас проживает более 2200 человек. И у нас там колоссальный дефицит воды в летнее время наблюдался все послевоенные годы. Мы этот вопрос в этом году надеемся успешно завершить. Второй этап на этом будет закрыт. И остается проблема села Дзыгута, где внутренняя разводка отсутствует, можно сказать. Все население питается с центральной водоводной трубы городского хозяйства. Это что касается направления водопроводовых сетей. Также, как нам всем известно, прошедший год был ознаменован знаменательной датой 30-летия нашей победы. Большая часть средств была отвлечена на реализацию намеченных планов по вашему поручению. Мы 17,8 миллионов рублей из бюджета направили на строительство новых памятных знаков для наших жителей и ремонт существующих памятников. Вы принимали участие на открытии одном из них в селе Ишера. Также мы большое внимание уделяем энергетической отрасли. Ежегодно из бюджета Сухумского района от 5 до 7 миллионов выделяется на поддержание этого хозяйства. Так и за отчетный период 6,4 миллионов рублей из бюджета было выделено на приобретение различного рода материала для улучшения качества поставляемой электроэнергии. Могу сказать, что за отчетный период порядка 11 с небольшим километров низких линий электропередач было приобретено, и то есть, уже люди пользуются этими линиями, с силами РЭСа мы эти работы уже провели. Если говорить суммарно, за весь период порядка 35 километров было приобретено, с соответствующими расходными материалами. Что касается энергетической сферы, вот такое вот внимание уделяется, и это существенно сказывается на качестве подаваемой электроэнергии нашему населению. Также был проведен капитальный ремонт спортзала в селе Гумиста. Это было долгожданное событие для всех наших жителей. Это единственный первый спортивный зал, где могут заниматься от 30 до 40 детей. Мы внутренние работы все на сегодняшний день уже завершились. Остались работы по приведению порядка в фасадной части объекта. На эти цели было направлено 6,7 миллионов рублей. Также в том же селе по просьбе наших жителей было установлено ограждение большого футбольного поля с соответствующим оснащением, и рядом мы пристроили небольшую детскую площадку. Определенная часть денег была направлена на ремонт административных зданий, в частности, это кровли школы в селе Дзыгута, небольшие работы по приведению в порядок входной группы, и средства были направлены на ремонт административных зданий по селам. Да, к сожалению, огромное количество времени этому не уделялось достаточного внимания, и наши административные здания практически во всех селах непригодны для использования. Они в очень плачевном состоянии, и в этом направлении тоже стараемся потихоньку ситуацию эту улучшить, потому что условия труда очень важны, и наши граждане посещают эти учреждения, поэтому мне кажется, что это большой вопрос. Также у нас ежегодно, я не раз докладывал, у нас в селе Киласур речка во время паводков в год несколько раз приносила нам огромный ущерб.
с размытыми дорогами, с тем, что люди бывали заблокированы неделями в своих домах, туда прохода физически не было. 4,6 миллионов рублей было выделено на расчистку и расширение русла реки Киласур. Это вот приграничная к Гулерибскому району речка. Мы провели большую работу с участием специалистов из экологической службы и Института экологии. Были определены объемы работ, которые были своевременно выполнены. И время показало, что мы на какое-то время, конечно, это требует постоянного поддержания, проблему эту устранили, потому что ежегодно на ремонт той дороги, которая размывалась от паводка, из бюджета района от 2,5 до 3,5 миллионов приходилось тратить, потому что у нас общественный транспорт туда не мог спускаться. Село фактически бывало отрезанным от остального мира. Вот эти мероприятия тоже были проведены. Также, опять же, во знаменование памятной даты 30-летия мы часть средств бюджета, почти 5 миллионов рублей, а точнее 4,9 миллионов рублей, были направлены на проведение мероприятий, связанных с Днем Победы. 157 жителей села, являющихся сегодня инвалидами нашей войны всех трех категорий, и 37 семей погибших во время празднования 30-летия было оказано в денежном выражении по 10 тысяч рублей на каждого из заявленной категории граждан была выделена вот такая вот помощь и различные мероприятия, которые мы приурочили к этой дате. Также из республиканского бюджета за отчетный период на улучшение аналогичных проблем из бюджета республики было выделено 18,8 миллионов рублей. Они были направлены на такие мероприятия, как улучшение энергоснабжения в селе Гумиста, несколько переулков, которые хронически испытывали трудности с низким уровнем напряжения в сети, порядка 60 домов. Эту проблему удалось разрешить благодаря тем деньгам, которые республиканский бюджет выделил на разрешение этой проблемы. Также в селе Нижняя Шера было построено мини-футбольное поле. 4,9 миллионов рублей на это мероприятие было выделено. Это по улице Пабба. И на этой же улице был полностью заменен водопровод. Там у нас были проблемы. Водопровод был еще с советских времен. Изношенность была очень высокая, и вся эта линия была успешно заменена. Также был проложен асфальт в селе Баслата, улица Чанба, первый тупик. Это все из средств республиканского бюджета. Общая сумма 18,8 миллионов рублей. Также за истекший период, исходя из обращений граждан из резервного фонда главы администрации района, была оказана адресная материальная помощь 114 гражданам, проживающих на территории Сухумского района, на общую сумму 5,4 миллионов рублей. Это на разрешение различного рода проблем. В основном это связано со здоровьем наших граждан, с необходимостью выезда за границу. Бывают сложные случаи, которые на территории республики сложно разрешить, поэтому и вопрос часто, который ставится перед нами, это улучшение жилищных условий, в частности кровли. Очень большое количество людей к нам обращается за оказанием такого рода помощи, и мы стараемся в меру своей возможности это делать. Также из резервного фонда главы государства в прошедшем году было выделено 1,6 миллионов рублей. Эти средства были направлены, у нас было двое жителей района, пострадавших от стихийных бедствий. Им на 100% работа была выполнена, вернее, там вопрос стоял о приобретении всего материала, необходимых для замены крыши. То есть да, подход был такой, что не часть материала покупали, все 100%, начиная от стропильной части, кровли самой, вот весь этот материал был приобретен и передан, и двое этих граждан уже реализовали эти мероприятия, то
то есть они уже эту проблему устранили. Также часть средств была направлена, переходящие деньги были с стихийного бедствия 2021 года. У нас был ущерб нанесен армянской школе в селе Ишира, то есть она фактически осталась без кровли. Вот благодаря той помощи, которую мы получили с вашего фонда, мы эту проблему устранили. Также была отремонтирована крыша в селе Дзигута, административное здание у нас там есть, которое все послевоенное время было обветшалым, мы кровельный вопрос с помощью этих средств там закрыли. Также хочу доложить вам, что население района 11 300 человек, у нас из которых 475 человек являются учащимися образовательных учреждений, 1509 человек пенсионеров у нас, и остальная часть из числа трудоспособного населения, там 6669 человек, но, к сожалению, рабочие места в районе в недостаточном количестве, мы чувствуем дефицит рабочих мест, огромное количество нашего населения сегодня официально являются нетрудоустроенными. В общем, зарегистрированных работающих 383 человека, из которых 262 человека это люди, работающие в госсекторе, 120 человек в частном секторе, но также в районе у нас имеются 509 индивидуальных предпринимателей, которые можно отнести к самозанятой части населения. Также хочу доложить вам, что в районе, из бюджета района осуществляются ежемесячные доплаты к пенсиям детям-инвалидам. У нас их 161 человек. Мы по 2000 рублей на основании решения собрания ежегодно принимаем в расходной части бюджета эту статью и по 2000 рублей доплачиваем инвалидам детства. Криминогенная обстановка в общем из числа зарегистрированных преступлений относительно 2022 года меньше, но в разряде дорожно-транспортных происшествий в отчетном году у нас на 3 единицы больше, и, к большому сожалению, 3 человека у нас скончались в результате ДТП. За аналогичный период прошлого года у нас был 1 погибший. В этой части у нас показатели, конечно, ухудшились. Раскрываемость растет, общее количество преступлений уменьшается, но к вопросу ДТП, к сожалению, вот такая вот динамика, она отрицательная. Понятно. Подскажите, по селу Эшара, да. В отчетном году, в 2023 году, мы смогли там сделать мини-футбольное поле, да. И, наконец-то, водопровод, мини-футбольное поле, и восстановить или заново построить памятник погибшим. Памятник был построен абсолютно заново. Да. Тот Его большой там, памятник. да, тот большой села, памятник, да. Это новое строительство. Да, понятно. Да. А скажите такую вещь. По вашему району есть ли задержки по заработной плате и по пенсиям, пенсионным выплатам? Нет, таких проблем у нас нету. Все обязательства социального характера мы выполняем вовремя. Единственное, может быть, временные задержки, связанные с техническими причинами. Задержки могут быть связаны в части зарплаты учителям, своевременность подачи заявок от школ, формирование заявки Министерства финансов для получения соответствующей субсидии только такого характера. Какая средняя заработная плата учителей в районе? Средняя заработная плата учителей в районе 17 тысяч рублей. Средняя зарплата, если отдельно по категориям педагогов говорить. Средняя заработная плата в государственном секторе в районе 30 тысяч рублей. Поясню, чтобы это не выглядело большой разницей, госкомпания влияет на эту статистику, там достаточно высокий уровень заработка, госкомпания Абхазтоп. А в частном секторе у нас средняя зарплата 27 тысяч рублей. Понятно. На что хотел бы обратить ваше внимание. Вот в прошлом году мы приступили к этой работе обустройства прилегающей к республиканской трассе территории.
Эту работу необходимо продолжить. Вот все, что связано с помехами в плане обзора, особенно в сторону моря, да, все должно быть зачищено. Если там есть какие-то культурные насаждения, они должны быть приведены в порядок. Стволы должны быть очищены от возможных там сорняков, от вьюна. Все должно быть очень прилично. Неплохо у вас получилось. Если мы в этом году данную работу не продолжим, через год все это вернется в то состояние, в котором оно было. Поэтому вместе с управлением «Автодор» поможете, чем можете. Идеальный порядок вдоль республиканской трассы должен быть наведен. Это первое. Второе, когда едешь по тещиному языку, в город Сухум, последний поворот с правой стороны, на самом видном месте валяются два бывших вот этих вот билборда или что-то такое, прям уже годами лежат, и столб, на котором все это было вывешено, поручите убрать. Это все. По поводу республиканской трассы я не сказал. В прошлом году из бюджета района на вот те работы, которые вы сейчас назначили, было выделено из бюджета района 2,5 миллиона рублей. Да. То есть мы проплатили эти деньги в службе, которая занялась и привела в порядок. И в этом году мы будем это содержать. Надо продолжить. Теперь въезд в город Сухум и нижняя дорога по Гуместе. Это ваша территория. Да. В этом году до 30 мая найдете средства, нанесете там дорожную разметку, поставите контейнеры для вывоза мусора, и там все должно быть чисто и должно быть приятно ездить по этой дороге. Договорились? Принял. Наверняка слышали о том, что есть программа по оснащению всех общеобразовательных школ нашей республики спортивными площадками. Да. Вы свяжитесь с министром просвещения, с министром финансов, и в части, касающейся вашего района, берите ситуацию под контроль, методично, целенаправленно, чтобы эта программа была в этом году реализована. Будет сделано. За прошедший период от жителей Сухумского района по линии Министерства сельского хозяйства было принято 16 заявок на сумму 15,2 миллиона рублей. После проведения мероприятий было одобрено 13 мероприятий на сумму 9,8 миллионов рублей. В основном по направлениям хочу сказать, 5 проектов – это просьбы наших жителей по приобретению средств малой механизации, 3 проекта по растениеводству, еще 3 проекта было одобрено по выращиванию и консервированию овощей, то есть был проект по грибам, по виноградарству и по цитрусам, и по животноводству 1 проект был одобрен. Все эти мероприятия профинансированы, большей частью они уже реализованы, и в этом году мы осуществляем также новый прием заявок, который по этой программе будет реализовываться из средств республиканского бюджета. Это очень важно. Мы и дальше будем помогать нашим сельчанам, особенно тем, кто хочет трудиться и работать. Желаю успехов. Благодарю.